Приветствую вас, мои дорогие львы, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 4 по 10 марта. Я для вас записываю прогноз на круглой колоде. Мы смотрим с вами 5 карт. Первая карта — это будет настроение, 4 карты — это сфера жизни. Значит, 4 основные сферы: любовь, работа, деньги и здоровье. Смотрим, львы. Период с 4 по 10 марта меня интересует. Прогноз на неделю. Покажите мне настроение, личную жизнь, работу, деньги и здоровье львов в этот период. 5 карт подряд. Так, львушки, ваше настроение, личная жизнь, работа, учеба, деньги и ваше самочувствие. Теперь кубики. Покажите мне для львов период с 4 по 10 марта. Для львов информация. Ну, показывает, важным будет 11-й дом. Он у нас отвечает за коллективы, за большие группы людей. Это коллективы на работе, это какие-то группы по интересам, это какие-то команды, может быть, спортивные, если вы где-то состоите в каких-то командах. То есть это всегда вот нахождение среди людей. Часто вот по 11-му дому так проигрывается, что как бы нас ситуации выталкивают в коллектив, в команды. Ну, посмотрим, что карты еще покажут. И самое главное — это помощь. Либо коллектив помогает вам, либо вы помогаете кому-то в коллективе. То есть это такая поддержка, взаимовыручка. Знак зодиака Рак. Общение с раками может быть у вас на этой неделе. И смотрите, планета выпадает Сатурн. Сатурн — это у нас учитель. Если приходит эта планета, ну, допустим, в прогноз на неделю, или у вас в натальной карте транзитный, да, Плутон, допустим, проходит по какой-то вашей планете, то это всегда урок. Он всегда приходит для того, чтобы преподнести какой-то урок. Он любит человека дисциплинировать, он заставляет человека навести в своей жизни порядки в какой-то определенной сфере жизни. Вот на ту сферу, на которую он давит, он вас заставляет там вот все разложить по полочкам. Поэтому, если пришел Сатурн, это значит, нужно будет терпеть, сцепить зубы и вот пытаться с какой-то проблемой справиться. Это тоже вот и не жаловаться, потому что это не просто так. Значит, в этой сфере конкретно у вас все вот не в порядке. Нужно там навести порядочки. Хорошо, давайте посмотрим. Карты покажут. Карты покажут, где это. Смотрим настроение ваше. Как вы на это реагируете? Ага. 4 мечей. Возможно, это будут проблемы со здоровьем. 4 мечей. Я еще вот эту карту проверю. Но Сатурн часто бьет именно по здоровью. То есть он заставляет человека, дает какую-то болезнь, чтобы человек остановился и подумал над своей жизнью, сделал какие-то правильные выводы, проанализировал. Туда он идет, не туда, то он делает не то. Поэтому вот... Ну, как минимум, настроение у вас будет такое, знаете, пессимистичное по этой карте. Это карта, когда вот хочется закрыться от других людей, остановиться и проанализировать свою жизнь, подумать. Вот не хочется в коллектив, 11-й дом, не хочется, чтобы вокруг меня были люди. Настроение не то. Понимаете, настроение не то. Жизнь за окном бурлит, кипит, весна. Все цветет, солнышко греет, а ничего не хочется. И уже вот я сделала 4 знака до вас, вы 5-й, уже почти половина зодиака. И опять вот такое настроение. Вот у всех еще ни одного знака не было, у кого было бы хорошее настроение. Я уж не знаю, что это за неделя такая, но все находятся в каком-то преддепрессивном состоянии. То ли выход вот этот из зимы, осень, зима, полгода непогоды привели нас к такому состоянию. Ну, как-то вот не весело все. Хорошо, давайте посмотрим по сферам. Личная жизнь. Карта звезда. Ну, в принципе, карта неплохая. Она может показывать, что на этой неделе у вас отношения даже могут быть на расстоянии. Звезда часто, когда мы далеко друг от друга, и мы общаемся там по телефону, переписываемся, там по интернету общаемся. То есть это больше такая вот общение на расстоянии. Опять же, это может быть исполнение желания, какие-то связанные с личной жизнью по звезде часто. Вот то, на что мы надеялись, то, чего мы ждали, по этой карте реализовываются. Чудеса какие-то проходят уже вот по звезде. Там какие-то чудеса могут быть в личной жизни.
М, Романтика. Ну, романтика может быть. В принципе, романтика тоже может быть по звезде. Как бы обновление отношений, может быть, звезда это всегда процесс омоложения, обновления. И поэтому как-то вот могут меняться, видоизменяться отношения ваши в этой карте. Опять же, она говорит, вы к этому долго шли, вы этого долго хотели, и вот наконец-то вот эти перемены, они начинают как-то реализовываться. Ну, это есть еще такие значения, но если брать в сочетании с вашим настроением, то я больше бы эту карту прочитала как желание быть на расстоянии. То есть у вас больше желания общаться там по телефону, переписываться, чем вот в каком-то тесном близком контакте. Я так это вижу. Смотрим работу. Что на работе? Ага, видите, на работе тройка мечей. То есть из-за чего у вас будет вот это настроение? Не потому, что просто вот нет настроения. Нет, здесь есть причина. Тройка мечей – это боль и разочарование на работе какие-то вы переживете на этой неделе. Что это может быть? Это может быть конфликт трех людей. Три разных мнения, вы не сможете договориться друг с другом. И каждый будет тянуть одеяло на себя, никто не захочет уступать. Также, значит, это первый вариант. Второй вариант, если, допустим, вы знаете, что вы точно не можете ни с кем поругаться, это может быть открытие какой-то правды, узнаете какую-то правду, которая точно будет неприятна вам. Может быть так. Три какие-то мелкие проблемы одновременно придется решать. Не одна большая, а вот именно три мелкие какие-то, может быть так. Ну и опять же болезнь. Никуда от этого не денешься. Карта может показывать, например, больничный. Человек уходит на больничный по причине того, что какая-то проблема со здоровьем. Но это мне надо вот эту карту еще посмотреть. Так что, к сожалению, видите, на работе будет какая-то неприятная ситуация. Очень болит. Она ранит ваше сердце. Видите, мечи. Может быть, кто-то что-то скажет. Мечи – это еще слова. Слова, которые вот как бы порежут ваше сердце на части. Поэтому вот такая неприятная здесь история. Но опять же, это не конец света. Понимаете, это не старший аркан. Это просто вот такие житейские вопросы, которые периодически на нашем пути появляются. Так что вот так. Если вы ищете работу, то карта может показывать отказ. Например, вы прошли собеседование, получили отказ. Или на какую-то работу очень хотелось, не получается туда попасть. И вот карта показывает, я разочарован, я разбит. К сожалению, вот так на этой неделе. Смотрим деньги. Что по деньгам? Кстати, по деньгам карта выпала самая лучшая. То есть вот эта ситуация на работе, этот конфликт или это какая-то правда, информация, которая выплывет, она совершенно не влияет на ваши доходы, вообще никак. Доходы показывают, что финансовая сфера, вы очень довольны. Может быть подарок какой-то по карте Солнца, вы можете получить подарок. Это могут быть какие-то на работе, кроме зарплаты, какие-то бонусы, когда вот мы еще что-то дополнительно получаем. Может быть так. В общем, здесь по финансам хорошо. По финансам хорошо у вас. Смотрим здоровье. Мне еще вот эта карта интересна. Пятерка жезлов. Смотрите, пятерка – это карта кризиса. Она показывает, если она выпадает на какую-то сферу, то говорит, что в этой сфере будет кризис, в этой сфере будут какие-то препятствия, там, проблемы, борьба. Вам придется бороться. Соответственно, вам придется бороться за свое здоровье по этой карте. Так что да, причем здесь именно могут быть травмы, ушибы. Это может быть не просто какая-то простуда. Это могут быть травмы, поэтому будьте осторожны. Опять же, коллектив, видите, много людей. Возможно, травму может нанести, вы можете получить травму в каком-то коллективе. Допустим, если вы занимаетесь спортом, у вас какие-то командные там игры. Вот карта говорит, лучше на этой неделе не ходить, потому что кто-то кого-то толкнет, споткнетесь как-то, там можно миллион придумать этих историй, как это может быть. Нам это не надо придумывать. Это просто предупреждение для вас. Лучше держаться подальше от скоплений людей, потому что от людей идет травма.
Может также еще быть по огню, это у нас стихия огонь, жезлы. Может быть, знаете что, повышение температуры может быть, ожог еще может быть, не сильный, но может. Там девятка, десятка жезлов, это уже сильные ожоги. Ну, такой неприятный, но все равно это ожоги очень долго заживают, поэтому все равно будьте осторожны. Перегревы, если у вас теплый климат, то это солнце, перегрев, может быть солнечный удар, тоже надо быть осторожным, еще и карта солнца выпала. Так что держитесь подальше от огня и от больших скоплений людей на этой неделе. Значит, смотрите, что получается. Две сферы отлично, это личная жизнь и деньги, здесь хорошие карты выпали. И две сферы не очень хорошо, это здоровье и это работа. Особенно работа Сатурн, это карта сатурновская, то есть у вас Сатурн себя будет проявлять на работе. Это Сатурн пришел в эту сферу и хочет здесь навести порядки. То есть если вы узнаете какую-то правду, значит вы должны были ее узнать для того, чтобы убрать из своей жизни каких-то определенных людей. Возможно, вот благодаря Сатурну эта правда вылезет наружу. Вы что-то узнаете о других людях, что раньше не знали. Ну, от тех, с кем работаете, сотрудничаете. Ну и, возможно, это будет очень неприятная правда для вас. Ну, как бы будьте к этому морально готовы. Так, сейчас я еще посчитаю совет. Тут, знаете, как эта правда, она вас может убить. Ну, как бы символически, но прям вот разбить ваше сердце. 4 плюс 17 плюс 3 плюс 19 и плюс 5. По совету получается повешенный 48, 4 плюс 8 это 12. Значит, по карте повешенный какой совет? Это урок терпения однозначно. Карта говорит, придется терпеть, придется принимать ситуацию. Возможно, повешенный еще советует посмотреть на ситуацию под другим углом. Вот если кто-то помнит карту, там человек висит за ногу вверх ногами. То есть он как бы видит мир вверх ногами, не таким, какой он есть. Поэтому, если эта ситуация произойдет, как я вам и сказала, да, возможно, будет больно вам, но посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Вы узнаете правду. Вы поймете, что вот от каких-то людей нужно от себя просто отстранить, и все. То есть, с одной стороны, это больно, с другой стороны, это и хорошо. Так что вот так. То есть тут с какой стороны посмотришь. Ну, придется пережить неприятную ситуацию, не без этого. Так что, левушки, ну такая неделя. К сожалению, вот вы у меня 5-й знак, и карты пока не радуют. Пока не радуют. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.